Вау! Дорогие друзья, всех поздравляю с Новым годом и с праздником Светлого Рождества. И спешу скорее ответить на ваши вопросы. Самой очень было интересно почитать их. И вот первый вопрос у нас от Вероники. Дорогая Эльмира, хотелось бы задать тебе такой вопрос. В какие страны или города тебе нравится ездить и какой сувенир ты приобретаешь себе на память? Ну, путешествовать я люблю вообще по всем странам мира. Во многих еще не была, но обязательно буду. Я надеюсь на это. И привожу обязательно это магнитик, какую-нибудь тарелочку или, допустим, вот таких вот замечательных зверушек. Вот эти вот зверушки как раз из Канады. Вау! Думаю, что на вопрос я ответила. Ну и, конечно же, впечатления и свои эмоции, которые остаются после посещения тех или иных городов. Так, пишет нам Женечка Адушкина. Элечка, поскольку совсем скоро наступит Новый год, то и вопросы задам новогодние. С наступающим тебя, дорогая. Тебя тоже, Женечка, с наступившим уже. Первый вопрос. Эльмира, исполнилось ли твое желание в этом году, которое ты загадывала под бой курантов? Ой, я, если честно говоря, не помню, что я загадывала, но думаю, что обязательно сбылось и еще сбудется. Все впереди. А есть ли у вас семейная новогодняя традиция? И если есть, то какая? Ну, во-первых, я помню, с детства мы обязательно после Нового года ходили в гости, обязательно к бабушкам, кушали там вкусные пирожки, беляши. И у нас большая традиция, и, наверное, самое важное, когда мы приезжаем все после своих работ, мы обязательно все ужинаем все вместе, дожидаемся, и у нас такой семейный ужин. Вот это, наверное, одна из тех традиций, которые у нас есть. Так, осталось ли какое-либо важное дело, которое ты не успела сделать в этом году? Ой, важных дел много, поэтому их, наверное, все завершить невозможно за один год, и поэтому с новыми планами в 2016 год. Я считаю, что 2015 год для меня был неким даже подготовительным, потому что 2016 год будет еще интереснее. Опиши одним словом твой 2015. Подготовительный. Самые запоминающие знакомства этого года. Ну, наверное, я смогла познакомиться с чемпионами в Казани. У нас чемпионат мира по водным видам спорта проходил. Конечно же, я познакомилась с Яной Чуриковой, причем мы с ней сейчас частенько уже сталкиваемся в гримерках. Ну, а так, я очень рада, что познакомилась с хорошей режиссерской командой Сеченова, с музыкальной командой. Это Саша Одинаева, это Ираклий Минадзе. И, конечно же, мое общение становится более интересным. И думаю, что в дальнейшем мы будем со всеми еще и видеться, и сотрудничать. Так что, ну, вот как-то так. Назовите хэштеги к слову «зима». Ну, конечно же, это Новый год, снег, Дед Мороз, волшебства, чудеса. Вот на Женечкины вопросы я ответила. Дальше нам пишет Наталья Некрасова. Здравствуйте, Эльмира. Здрасте. С наступающим Новым годом. С Новым годом, Наталья. Первый вопрос. Эльмира, с чем в детстве у вас ассоциировался Новый год? Менялись ли эти ассоциации по мере взросления? Ну, Новый год у меня всегда ассоциируется с пушистым снегом, с волшебством, с предвкушением чудес, что Дедушка Мороз придет и принесет под елочку долгожданные подарки. Ну и, конечно же, Новый год у меня всегда ассоциировался с семьей, когда мы все вместе собираемся, идем, допустим, на лыжи, катаемся с горок. Ну
Но сейчас ассоциации остались, в принципе, те же. Всегда ты находишься в предвкушении какого-то чуда, и это ощущение внутри, ну, никогда не покидает. Поэтому я очень люблю Новый год. Так, второй вопрос. Что в зрительном зале вас может раздражать? Мгм. Хороший вопрос. Но когда я сама прихожу в зрительный зал, мне бывает очень обидно, что люди, во-первых, все равно не выключают свои мобильные телефоны. Во-вторых, они постоянно разговаривают. Такое ощущение, что люди пришли в театр либо на концерт, чтобы поговорить, а не послушать там какую-то хорошую музыку или посмотреть постановку. А, Я считаю, что это неуважение к артистам и вообще к самому действию, которое происходит в театре или в концертном зале. Поэтому уважайте друг друга, любите друг друга и не нарушайте какие-то основные законы театров и концертных мероприятий. Я думаю, что всем будет хорошо от этого. Так, третий вопрос. От чего вы больше всего в жизни устаете? Ну, если говорить о каких-то бытовых делах, то, наверное, я не люблю ходить по магазинам. Меня это всегда утомляет, и я устаю от них. Поэтому я для себя начинаю решать точно, что мне нужно в магазине. Прихожу, стараюсь за час, максимум полтора все это дело завершить и сбежать домой. А если в моральном плане, то устаю от лицемерия. Ну, вообще, когда я наблюдаю какую-то неискренность, это очень сильно высасывает меня, потому что я начинаю так или иначе огорчаться и разочаровываться. Тем более, если это касается каких-то близких людей. Вот. Четвертый вопрос. Как вы чувствуете, в вашей жизни все складывается правильно? Думаю, что сомнений нет, все правильно, так или иначе. Назовите самое главное, что произошло в вашей жизни в 2015 году. Уже заикаться начала, не обращать внимания. Самое главное, ну, вы знаете, если рассуждать именно в каких-то показательных планах, то, наверное, одно из самых ярчайших событий это было открытие чемпионата мира по водным видам спорта. Ну и, конечно же, вот в мае вышел дебютный клип, которого я очень сильно ждала. Ну и вообще все мероприятия или какие-то события, которые происходили в 2015, они так или иначе привели к каким-то масштабным, значимым и, так скажем, более зрителю видным. Ну, для меня, допустим, была огромной честью выступление в завершении Нового года перед нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Для меня это Вау. большая честь. Так что вот, наверное, тоже значимое событие в моей жизни. Итак, пишет нам Маша Сархаян. Поздравляйте меня с Новым годом, я тебя тоже поздравляю и отвечу скорее на вопросы. Эльмира, есть ли у тебя любимая с детства книга, которую ты любишь перечитывать и сейчас? Вообще, я в детстве выросла на советских мультиках, на советских сказках. Я очень люблю Пушкина, и помню, как мне моя родная тетя и мама читали «В лукоморье дуб зеленый», ну, все сказки Пушкина и сказки Андерсона. Я их очень люблю и по сей день. Веришь ли ты в волшебство новогодней ночи? Обязательно. Я вообще верю в волшебство и в чудеса. Итак, есть ли у тебя песня, которая помогает поднять настроение даже в самый неудачный день? Да я не знаю, даже просто иногда бывает, что ты подбираешь музыку под настроение. Иногда хочется так сильно погрустить, что после прослушивания какой-нибудь самой грустной, слезливой песни у тебя появляется хорошее настроение, то, что ты поплакал, освободился, и все, уху, хорошо. Вот. Какие качества в человеке для тебя первостепенные? Искренность, уважение, решительность и любовь.
Что бы ты хотела изменить в мире? Я бы хотела, чтобы в мире был мир, чтобы у нас было чистое небо над головой, и у всех было спокойствие, и гармония, и уверенность в завтрашнем дне. Какие цели ты ставишь перед собой на 2016 год? Ой, ну самое главное, наверное, это сольный концерт. Так что, кстати, всех Вау! приглашаю 31 марта 2016 года официально в концертном зале «Пирамида» состоится мой сольный концерт. Всех приглашаю. Планируется ли гастрольный тур в будущем году? Планируется. Вау! Начиная с 10 марта мы будем в городах Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск. Какие роли ты исполняла в новогодних утренниках? Я была лисичкой, я была мухой-цокотухой, я была снежинкой. Вопросы от Инны Черновой. Эльмирочка, здравствуй, мои вопросы о впечатлениях. В этом году у тебя было много путешествий и разъездов. Какие места, события или люди оставили самые неожиданные впечатления, о которых ты будешь помнить еще долгое время? Одно из самых ярчайших событий – это, конечно же, поездка в Соединенные Штаты Америки. Я осталась в восторге не только от музыкальной части, которую я наблюдала в Нью-Йорке и смотрела прекрасный мюзикл «Король Лев», ну и, конечно же, от самой природы. Но если мы говорим о каких-то бытовых вещах, то, конечно же, меня очень сильно порадовало отношение друг к другу. Это даже в долине смерти, где пустыня, туалеты оснащены всем самым необходимым, и даже есть туалеты для инвалидов. Представляете, даже в этой пустыне, где жара 52 градуса. Представляете? Вот такие вот впечатления. Второй вопрос. Как тебе «Голос 4»? Впечатлил ли кто-нибудь из участников этого сезона? До какой степени? Что захотелось с ней спеть? А может быть, кем-то из новых наставников? Что нового, по твоему мнению, новые наставники принесли в проект? Ну, я отвечу, что «Голос 4» я не смотрела активно, честно. Наблюдала какие-то слепые прослушивания в интернете и чуть-чуть посмотрела финал. Для меня финал был, честно говоря, предсказуем, я даже другого и не ожидала. Это тоже очень все хорошо. Мне бы, допустим, хотелось спеть из наставников. Сама мне нравится очень Полина Гагарина, ее творчество. Почему бы нет? И думаю, был бы интересный эксперимент творческого проекта с Бастой. Итак, что нового, по твоему мнению, новые наставники принесли в проект? Ну, во-первых, что это новые наставники, у них свое видение, свое новое музыкальное мышление, которое для нас еще непривычно. И для меня, допустим, было открытием музыкальный вкус Басты. Я думаю, что он в проект привнес некую свою специю, и мне было интересно наблюдать за его участниками. Итак, поедем дальше. Артур Мингажев. Эльмира, как ты думаешь, что может символизировать твою роль в мире и жизни других людей? Может, это какое-то животное, символ или природный объект? Или это та кошка, что гуляет сама по себе? Интересный вопрос. Вернемся к первой ее части. Как ты думаешь, что может символизировать твою роль в мире и жизни других людей? Ну, так как мне предоставилась возможность жить с музыкой и дарить ее людям, я бы очень хотела, чтобы музыка лечила души и, может быть, наставляла бы их на какой-то иной путь развития и дарила бы им не только новые эмоции, но и новые мысли. Может быть, кого-то какая-то песня излечила бы от каких-нибудь душевных ран, а кому-то просто дарила хорошее настроение. Я думаю, что это важная миссия, и я ее буду нести с почетом и ответственно.
Может, это какое-то животное, символ или природный объект, или это та кошка, что гуляет сама по себе. Я однозначно кошка, которая гуляет сама по себе. Но обязательно приходит домой. Мяу.